Но со столицы из Сыктывкара в Ухту это пока курочка в гнезде. Столь образно сегодня в рамках специальной пресс-конференции грядущий референдум оценил главный идейный вдохновитель этой операции Николай Цхадай. Впервые ректор УГТУ разъяснил журналистам, какие на самом деле цели преследует инициативная группа и почему решение давно назрело. Цхадай сразу попросил не переводить вопрос референдума в денежный. Важно, мол, узнать само мнение жителей. А вот цена вопроса, по его мнению, это уже дело второстепенное. Мы подгадывали не просто так к выборам президента. Не просто так. Если говорить о затратах, которые предстоят по поводу этого референдума, это практически сумма те, которые необходимо будет дополнительно на дополнительное количество бюллетеней. Ну и за внеурочное время, которые будут работать при подсчете. Все. Основное – это выборы президента. И эта сумма ложится на эту основу. А там будет всего лишь дополнение. Поэтому вот это ответ вам на тот вопрос. А переезжать будем или не переезжать, но это дело будущего. Мы верим в это, но может быть и альтернативное мнение. Северстан. В свою очередь советник Николая Цхадая, заместитель министра образования Дмитрий Безгодов заявил и о другой глобальной цели, которую преследует Ухта – заставить задуматься Сыктывкар над тем, как расходуется республиканский бюджет. Мол, развиваться должны все территории в равной степени. Если народ так проголосует, это должно как-то заставить власть пересмотреть в целом свою программу социально-экономического развития. В целом пересмотреть и задуматься, куда движется республика, что можно сделать, чтобы она не как эта шагреневая кожа, не съеживалась бы, да? А наоборот, встроиться в этот тренд фактически по-настоящему, не на словах, а на деле. Ну, посмотрите, все мероприятия, мне просто стыдно. Вот и Шпектр, когда приезжает, но стыдно. Арктические конференции все проводятся здесь. Выигрывают гранты, Академия наук, Академия госслужбы, там еще кто-то. Их все проводят здесь конференции. Никто и не удосужится поехать ни в Воркуту, ни в Ухту, никуда. Все гранты здесь. Все формирование централизовано здесь, в Сыктывкаре. Ну, поделитесь. Инициируя вот эти процессы сбора подписей, думали прежде всего не об Ухте, а о районах республики, которые являются северными и центральными, которым, безусловно, пойдет на пользу перенос центра, эпицентра, так сказать, республиканской жизни поближе к ним. Еще раз, уважаемые коллеги, вот хорошо было бы, если, так сказать, достоянием, всеобщим достоянием стали бы аргументы вот тех людей, которые создавали республику, которые аргументировали. Значит, там 3 аргумента было, значит, я этот документ вспоминаю сейчас с 40-го года. Значит, прежде всего это перенос эпицентра, во-первых, это упрощение системы управления, так, северными и центральными районами, перенос столицы в Ухту. Вот, затем перенос эпицентра культурной, общественной и всей прочей жизни, так сказать, опять-таки ближе к центру, так, республики. И потом транспортная схема. Как формируется бюджет? Он формируется в основном налогами северов. И датируем юга. Понимаете? Так вот, если бы мы еще больше и глубже развивали инфраструктуру северов, добывали бы больше ископаемых, и мы бы с вами жили в полном благополучии. Но сегодня попробуй, приехав в Сыктывкар, юнец, который приезжает из Воркуты, или из Усинска, или с другого любого северного города, он уже в Воркуту его не затянешь. Не затянешь. Напомним, 14 декабря Республиканская избирательная комиссия приняла подписные листы инициативной группы за проведение референдума. Это данные 14 999 сторонников идеи. Сейчас идет процедура проверки. Если 10% подписей признают недействительными, референдум не состоится.